Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, здравствуйте. Несколько недель назад разрешилась многолетняя судебная тяжба по делу Лаутси против Италии. Суть этой тяжбы сводилась, как мы знаете, к тому, что гражданка Италии финского происхождения, атеистка по убеждениям, пыталась добиться изъятия распятия, изображения и креста Господня из всех классов итальянских школ, мотивируя это тем, что присутствие креста якобы оказывает давление на религиозный выбор учеников и поэтому недопустимо в светском государстве. Как известно, в свое время суд принял решение, поддержавшее госпожу Лаутси, но несколько недель назад Большая палата Европейского суда по правам человека приняла другое решение и все-таки подтвердила возможность присутствия распятий в государственных школах Италии. Подобное дело рассматривалось и в Перу. Там Конституционный суд принимал решение относительно того, могут или нет присутствовать изображения и креста Господня в судебных учреждениях этой латиноамериканской страны. Также было принято положительное решение. Суд постановил, что распятия могут находиться в залах судебных заседаний. Мне думается, что эти решения говорят очень важную вещь. Сторонники полного изъятия христианских и иных религиозных символов из общественного пространства теряют свои аргументы. Их логика, их взгляды, которые еще недавно казались совершенно незыблемыми и подавались как очевидные признаки движения общества к прогрессу, сегодня теряют свою актуальность, потому что оказываются беспомощными перед аргументами людей, утверждающих: любые убеждения, любые взгляды могут присутствовать в общественном пространстве. Любые символы вер и убеждений, которые не приводят к массовому уничтожению людей, к насилию, к вражде, могут присутствовать в общественном пространстве, в том числе в государственных учреждениях того народа, большинство которого считает приемлемым для себя присутствие этих символов, этих знаков в тех или иных государственных учреждениях. Честный спор, честный диалог показал: люди, которые считают возможным присутствие в здании, принадлежащем государству, символа коммунистической партии или либеральной партии или консервативной партии, но не считающие возможным присутствие в этих зданиях креста или полумесяца, придерживаются двойной бухгалтерии, исповедуют двойные стандарты. Если в обществе есть люди разных убеждений, если представители нерелигиозных убеждений могут о своих взглядах открыто заявлять и в обществе, и в некоторых государственных учреждениях, точно такое же право, ничуть не меньшее, имеют верующие люди. И утверждать обратное значит относиться предвзято именно к верующим людям, потому что они верующие и потому что они тоже считают свои убеждения, как и атеисты, значимыми для общества и являющимися одним из оснований общественного устройства в том обществе, которое такие убеждения, религиозные убеждения, считает приемлемыми для своих членов. Тем не менее, я думаю, что спор далеко не закончен. И в Италии, и в Перу, и в России, и на Украине, и в Белоруссии будут находиться люди, которые станут требовать и через общественные дебаты, и через разного рода судебные процедуры изъятия религиозных символов из общественного пространства и особенно из государственных учреждений. Наверное, пока не дойдет до того, что будут требовать снять кресты с кремлевских соборов, но есть люди, которые говорят, что любая информация о вере, любые символы веры не могут демонстрироваться на улицах или на государственном телевидении, или на рабочих местах государственных служащих. Некоторое время назад в газете «Русь Державная» я призвал христиан к тому, чтобы они не боялись быть христианами, чтобы они не боялись изображения и креста Господня носить на одежде, иметь на своем рабочем столе или в своем рабочем кабинете. Конечно, сразу же стали возмущаться некоторые правозащитники, говоря, что любое публичное пространство, в том числе пространство офиса, должно быть свободно от религиозных символов. Уважаемые господа, если вы так считаете, то и символы ваших организаций, символы политических партий, да и символы государства не могут присутствовать в публичном пространстве в силу того, что вовсе не каждый человек считает себя патриотом государства, считает себя приверженцем той или иной политической партии, считает себя приверженцем вашей организации. На самом деле
все убеждения, которые разделяются людьми, могут присутствовать в общественном пространстве, если этого пожелают сами приверженцы этих убеждений. Поэтому логика у наших оппонентов достаточно слаба. И слабость этой логики сегодня доказана и в ходе общественной дискуссии, и в ходе судебных разбирательств, которые имели место в разных местах. Почему все-таки многие люди так настойчиво пытаются оспорить возможность присутствия креста Господня в тех или иных общественных учреждениях и просто в общественном пространстве? Думается, что причина очень и очень простая. Крест – это символ победы над грехом и злом. Крест – это символ того, что дьявол и люди, которые следуют за ним, никогда больше не будут иметь абсолютной и вечной власти над человеческим родом и над душой отдельного человека, который последовал Христу и который находится под защитой Его благодати и который следует Его духовному руководству. Сегодня многие люди привыкли больше всего дорожить своими грехами, возможностью свободно развратничать, возможностью свободно исповедовать самые человеконенавистнические взгляды, возможностью нестесненно смотреть порнографию, участвовать в сомнительных развлечениях, прожигать жизнь за рулеткой или за наркотиками, или за употреблением алкоголя. Эти люди пытаются любой ценой добиться того, чтобы закон ни в коем случае не осуждал наркоманию или порнографию или проституцию. Почему так активно выступают и истерично, эмоционально выступают люди, которые боятся слышать даже разговоры о том, чтобы наркомания, например, была объявлена вне закона, чтобы наказания за педофилию, порнографию и другие преступления против целостности человеческой личности были ужесточены. Может быть, эти люди даже сами не практикуют всех тех грехов, о которых только что шла речь. Но эти люди на самом деле настолько боятся обличения своей совести, эти люди настолько боятся того, что общество скажет им: вы неправильно себя ведете, вы должны измениться, иначе погибнете и духовно, и телесно, что они готовы, ломая логику, употребляя ложные аргументы, придерживаясь любых двойных стандартов, продолжать и продолжать говорить: уберите от нас нравственность, уберите от нас веру, уберите от нас символы христианства и в первую очередь крест, который мы не хотим, не желаем видеть. Даже если закон будет разрешать и поддерживать любые грехи, кроме тех, которые разрушают жизнь и здоровье другого человека, найдутся люди, которым этого будет мало, которые заявят, что в любом месте публичного пространства не должны звучать разговоры о том, что грех – это грех, и о том, что нравственность, традиционная нравственность и вера обличает эти грехи. Немало людей в нашем обществе привыкли постоянно грешить и успокаивать при этом собственную совесть, то разговорами о неком Боге в душе, который одобряет буквально все, что они делают, и никогда не тревожит их совесть неудобными вопросами, то разговорами о том, что все грешат, и я должен грешить, то разговорами о том, что жизнь коротка, и нужно взять от жизни все. Вот такие люди очень и очень серьезно опасаются и боятся того, что слово правды, слово нравственности, слово веры будет случайно ими услышано. Именно эти люди и добиваются того, чтобы из публичного дискурса были исключены любые разговоры о вере и нравственности. Именно эти люди так ненавидят крест Христов, которого трепещет всякий грех и всякая неправда, которого трепещет враг рода человеческого, знающий, что именно благодаря кресту Христову, именно благодаря жертве и воскресению Господа Иисуса Христа побеждена Его власть, побежден всякий грех, обличена всякая неправда, обличено всякое соглашательство с любым количеством зла, обличено само намерение выбирать меньшее зло между двумя злами, 50 злами или 1000 зол. На самом деле крест Христов означает очень простое послание всем людям. Можно жить и не грешить. Можно жить по законам святости. Не по нашей заслуге. Святейший патриарх Кирилл очень ясно об этом сказал в проповеди в 4-ю неделю Великого Поста. Не своими заслугами мы приобретаем святость и очищаемся от греха. Это Божий дар. Это дается нам по Божьей милости и Божьей благодати.
Но если мы способны ее воспринять, если мы открываем свое сердце Богу, если мы желаем очиститься от греха, Господь поведет нас сам к очищению, к полноте духовной жизни, к святости. Вот почему нам не нужно бояться быть христианами. Нам не нужно бояться исповедовать веру в Господа Иисуса Христа, сказавшего о том, что люди, постыдившиеся Его, столкнутся с тем, что Он их постыдится, когда придет во славе Своей с ангелами небесными. Будем совершать знамения креста Господня. Будем нестесненно употреблять крест Христов везде, где мы пожелаем это сделать. Будем уверенно и не оглядываясь идти за Христом, идти Его дорогой. И тогда и мы сами, и окружающие нас, и все общество поймут, в чем сила христианства, перестанут успокаивать свою совесть и поймут, в чем духовная сила христианства. Это не сила мышц, это не сила оружия, это не сила денег, это не сила человеческого здоровья, это сила Божией благодати, которая меняет совершенно и полностью и человека, и общество. Будем молиться и работать ради того, чтобы такая перемена произошла со всеми, кто ее еще не пережил, с нашими странами, с нашими народами, со всем миром.